важнейшая игра. Сегодня мы ставим юмористическую точку в сезоне 2017 Лиги КВН «Башгул». Сегодня 5 самых сильных команд, я даже не побоюсь сказать, топовых команд нашего университета будут бороться за победные места. А сейчас я бы хотел проверить, все ли болельщики здесь и как вы готовы поддерживать своих конкурсантов. Итак, давайте я буду называть команду и факультет, с которого они, который факультет они представляют, а вы будете бурно кричать, может у кого-то есть кричалочки, неважно. Итак, начинаем. Я у мамы физик, физико-технический институт. Отлично. А я думала, сова, инженерный факультет. Сами такие, сборная психологического факультета и факультета социологии и психологии. Молодцы. Беспредел, факультет математики и информационных технологий. Совершеннолетний, факультет философии и социологии. Был за кулисами у команд настоящий мандраж. Давайте все вместе, вот все дружно поаплодируем нашим командам. И, конечно же, поаплодируем себе за то, что мы пришли. Уже буквально через пару минут мы начнем, а я бы хотел сказать пару слов. Во-первых, не ходить в проходе и выходить во время выступления команд, потому что вы можете помешать их, сбить как-то. Поэтому, как команда закончит, если вам нужно выйти, после окончания какого-то выступления, вы спокойно выходите, пока ведущий говорит свои слова. Я думаю, всем понятно, да? Уже не в первый раз на КВН. Итак, начинаем через пару минут. Еще раз аплодисменты, друзья. По КВН сезона 2016-2017 играют команда, которая на 40% состоит из студентов математического факультета и на 60% из Альфреда. Сборная факультета математики и информационных технологий, команда КВН «Беспредел». Следующие финалистки называют себя самой волшебной командой этого сезона. Они наколдовали себе вечный маникюр и не ломающиеся ногти. Встречайте! Сборная факультетов психологии, философии и социологии. Команда КВН «Сами такие». Победители фестиваля Кубка Ректора этого сезона. Самая мужская команда с самого мужского факультета и с самым женским названием, а я думала, сова. Сборная инженерного факультета.
Участники этой команды знают две главные вещи – законы физики и формулу успеха перед девушками. Встречайте, сборная физико-технического института. Я у мамы физик. Чемпионы прошлого сезона Кубка Ректора – самая малочисленная команда. Участники втайне мечтают играть в огромной команде из 20 человек, но никогда в этом не признаются. Команда КВН совершеннолетний. Факультет философии и социологии. Встречайте, ведущий лиги КВН Башку Александр Васильев! Ну что ж, добрый вечер, здравствуйте, дорогие друзья! Для начала предлагаю обозначить несколько составляющих Лиги КВН Башку. Это, конечно же, добрый зритель, смешные команды, которые находятся позади меня, и, конечно же, зал, который наполнен вашими громкими аплодисментами. Ну что ж, и по вашим глазам уже видно, что вам прям не терпится узнать, кто же сегодня станет победителем. Поэтому предлагаю не затягивать и запустить нашу университетскую машину юмора с традиционных слов. Мы начинаем КВН! Ну что ж, можно еще раз поаплодировать, это КВН, ребята! С командами-участниками мы уже познакомились, а теперь предлагаю познакомиться с командой компетентного жюри. Итак, финалист межрегиональной лиги КВН УФА-2016 в составе команды КВН «Гаджет», а также автор и актер и капитан команды КВН «Брюнетки» Булат Салимгареев. Ваши аплодисменты. Самый титулованный парень, который сегодня находится у нас в жюри, с твоего позволения я не буду читать все твои регалии, Артур Низамов. Привет, Артур! Очень серьезный человек. Арт-директор бара «Ламберджек», экс-актер команды КВН «Сборная Башгу» Меньшиков Петр. Ваши громкие аплодисменты. Ну что ж, и так сказать, цветочек нашего жюри, командир Башкортостанского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», вечная студентка и мать троих детей, Сухарева Ирина. Ваши аплодисменты. Ну что ж, когда все формальности соблюдены, предлагаю отправить команды за кулисы. Команда «Ни пуха, ни пера». Погнали! И пока первая команда готовится к выступлению, Лигу КВН Башгу выражает благодарность коллективу студенческого клуба и руководителю Тагировой Розалии Иршатовне, начальнику управления по воспитательной работе Муратовой Венере Нажиповне. Здесь можно громко поаплодировать. Ну что ж, команда готова.
Ваши аплодисменты. Команда КВН «Беспредел», факультет математики и информационных технологий. Вечером теплым сижу один, ты не сможешь все выучить. Шепчет мне нежно комп, зная, что книги сейчас нужней. Лучше бы я сейчас билет учил, но мы халяву в окно орем. А мы тут маршируем, и в наряды ходим, мы 500 раз приседаем. Девочки больные! Нечего болеть, здоровый был, барку сыграет. И вот с этим номером хотите выиграть в финале? Да. Песня неопытного грибника. Нас не отпускает, нас не отпускает. Эти опята накроют опять. Слишком рискованно всю собирать. Стоп! Какие еще опята? Мы учимся в Башкирском государственном университете. Башкирский! Башки для тебя. 5 минут назад купил коньяк Урале. Цоп! 5 минут назад двоих из катали. 5 минут назад покушать захотели. Прямо на коне мы в юрту залетели. Воу-воу-воу-воу! Этому треку уже больше года. Есть что-нибудь современное? Актуалочка? Конечно. Алло, беспредел, КВН, 2-0, 1-7. Поехали. На дворе весна, растаял лед. Снова Шурыгина солнышко бьет. Забыл слова, 15-й год, 15-й год, 15-й год. Забыл слова, 15-й год. Это важно. Паша! Паша, еще раз им что-нибудь включишь, и я уйду отсюда. Ну и уходи. Да, давайте. Вы тоже уходите. Всем привет, меня зовут Альфред. И у каждого же такое было, едешь по зиге, и из люка голова торчит, и... Не было такого, что ли? Или в паспортный стол фоткаешься, и на карты садишься, чтобы полностью лицо вошло. Простите. Альфред, хорош фигней страдать. Я пью. А на сцене беспредел. Финал 2017, и мы начинаем! Let me go! А парни в чрезвычайных ситуациях всегда берут с собой самое дорогое. Да вы чё, придурки? Какой PlayStation? Где шашлыки? Где мангал? Отдохнули, блин! А все знают, что студенты НФБ платят большую сумму за свое обучение. Представьте, такого студента отчислили. Сынок! Наконец-таки тебя отчислили! И мы теперь все сможем поесть макароны с солью. А если я носак второй куплю наконец-то? Мам, пап, я забыл сказать, меня в МГУ переводят.
ФИСФАК и УВП объединили. Итак, давайте представим, как они выбирают общее название. Твои варианты? Ну, я уже предложил Хогвартс. Страна Лимония? У нее даже звонок есть. Страна Лимония, страна без забот. Страну Лимонию ведет подземный фонд. Блин, крутая, конечно, но не поймут. Давай лучше психфак. Психфак? Но он же уже есть. А ты знаешь, где он? Нет. А ты знаешь кого-нибудь оттуда? Тоже нет. А может быть, он не существует? Дорогие зрители, вот с вами уже второй сезон играет команда КВН «Беспредел». Но беспредел он не только на сцене, беспредел встречается и в жизни. Недавно девушка ударила меня, в итоге больно ей и виновен еще я. Боже, что творится у них в голове? Ну почему везде такой беспредел? Чё ты беспредел? Чё ты беспредел? Вот в магазинах тоже беспредел. Литр кола стоит 40, а 0,5 47. Может, ты просто ценники перепутал? Чё ты беспредел? На Алиэкспрессе доставка 30 дней. В итоге ждала 2 месяца. Ну что за беспредел? Ну реально, как будто они пешком идти представляют, да? Беспредел. Ну а на самом деле, самый главный беспредел у нас в голове. Спасибо за сезон, Башгу. Ну а пока нам мало кача, всем скучным пацанам удачи. Нет времени, мы катим дальше, и мы не можем жить иначе. Ну что ж, это была команда КВН «Беспредел». Если есть болельщики, могут громко поаплодировать. Следующая команда, которая будет радовать нас своим юмором, команда КВН «Сами такие», сборная психологического факультета и факультета социологии и политологии. Нет, девчонки, я не выйду, мне страшно. И я не выйду, и вообще, ни один глаз не накрашен. Так, девочки, сейчас будет наша песня на выход. После слова «бейба» выходим, ясно? Да-да, поняли. Там, где клен шумит над речной волной, говорили мы. Бейба! Ну что, девчонки, кто первый повернется? Ой, девочки, я слышала, что каждая третья повернувшаяся быстрее выйдет замуж. Алина, вообще-то я тоже так могу выйти и насмелись, это идет, Девочки, не ссорьтесь, на улице же весна. Диан, это что, снег хрустит? Нет, это мои суставы. Так, девочки, я тут проанализировала все наши 2 выступления и поняла, нам не хватает культуры. Бонжур, мадам месье, je m'appelle Женьон. Жень, расслабься. Ну не так сильно. Чуть повыше. Девочки, у нас физминутка, качаем бедренные мышцы. Пяточка на стульчик, раз, два, три. Пяточка на стульчик, Так, девчат, прекратите, лучше посмотрите, какой у нас прекрасный парень стоит, да еще и один. Подкатим? колесики и красивый руль. Станция Александровка, Александровка. Извините, пожалуйста, за это недоразумение. С самого начала сезона я поняла, что вы положили на
меня глаз, поэтому больше не теряйте. Александр, у вас такие губы уточкой. Вы что, часто селфитесь, да? Так, курицы инкубаторские, вы что, так решили финал выиграть? Вообще-то тут все решает жюри, а в нашей команде все решаю я. Поэтому делаем так, ты ему готовишь, ты стираешь, ты убираешь, а с тобой мы просто живем. Время ехать на другую станцию! Станция Бычаевка! Ну все, приехали, девочки, армия. Какая армия, Диан? Самая настоящая женская армия. Ну что, девочки, вы готовы покорить мужские сердца? Да! Итак, кто мы? Сами такие! Чего мы хотим? Выиграть финал! Когда мы это хотим? Сегодня! Ну, потому что завтра я уже это расхочу. Ну что, звукач, включай нашу авокадушку! А с каждой девушкой могла произойти такая ситуация. Смотри, это же собаки такое же ожерелье, как и у меня. Ты же сказал, что оно эксклюзивное. Конечно, эксклюзивная. Ей купили в ювелирном, а теперь в зоомагазине. А в каждой группе есть иногородний студент. Итак, представьте, первая пара в субботу. Итак, записываем тему лекции. Я просто сюда домой еду. Да. Продолжим, пишем. Мама, что такое? Ничего, тихо. А тогда следующая пара. Ты физра. Эй, подожди. Девочки, вы не забыли, нас до сих пор вообще-то парней нету. Блин, ну Жень, зачем ты опять напомнила? Как всегда, все придется решать самой. Сейчас я вас научу, как можно познакомиться с абсолютно любым парнем. Александр, можно вас на минуточку? Итак, а мы начинаем шоу импровизации. И первая ситуация для вас, девочки. Сделайте Александру комплимент. Поехали! Александр, вы как пирожок в столовой, такой же сочный. Меняй. Вкусный. Меняй. С корочкой. Следующее. Александр, вы как охранник в главном корпусе. Мимо вас просто так и не пройти. Так и хочется показать свой студенческий. Меняй. Александр, вы как актовый зал божгу, такой же с изюминкой. Меняй. Такой же родной. Меняй. Такой же полный. У нас следующая ситуация. Итак, девушки, пригласите Александра на свидание. Александр, поехали ко мне, покормим кота. Меняй. Попугая. Меняй. Рыбку. Сколько у тебя их там? Закончились. Тогда следующее. Александр, а что эту машину там эвакуировали? Меняй. Велосипед. Меняй. Ролики. Меняй. А да, у вас же повозка. Да блин, девочки, мы с вами так никогда парней не найдем. Что ты разбыпендрилась? Ты вообще сама что-нибудь можешь, а? Конечно. Александр, задайте ситуацию. Евгения, выходите за меня. Я согласна. Меняй. Я согласна. Меняй. Я согласна. Меняй. Я такой счастливый мужчина, я согласна. Так, девочки, давайте заканчивать выступление. Кто что приготовил? Диана? Ничего я не готовил, я вообще вчера ногти красил, мне как-то не до этого было. Понятно. Алин? Пельмени, поэтому везите в студию пельмени! Мы на диете вообще-то. Даш? Даш? Девочки, мне кажется, у Даши депрессия. А мне кажется, она влюбилась. Девочки, мне кажется, мы начали забывать свое истинное призвание. А с вами была команда КВН «Сами такие». Спасибо за сезон.
Ну что ж, это была команда КВН «Сами такие». Ваши громкие аплодисменты. Следующей на эту сцену выйдет сборная физико-технического института. Команда КВН «Я у мамы физик». Бэм-бэм-бэм-бэм, физтех встанет. Бэм-бэм-бэм-бэм, сучики без сознания. Так, остановитесь. Вы, придурки, что без меня на сцену выперлись и сразу начали всякий бред показывать? Вы идиоты! Идиоты, но с миниатюрой. Гопник, который докопался до цыпленка. Слышь, ты чё вылупился? Так, а у вас есть хоть что-нибудь нормальное? Есть другое, давай. Два тупых боксера на ринге. Брейк. Если что, так я что-нибудь нормальное просила, а не это. Раз ты такая умная, да? Тогда давай с тобой поиграем в города. Давай, Бангладеш, Шереметьево. Омск. То есть тебя ничего не смутило, да? Эй, Нур, ты же сказал название аэропорта. Блин, точно, это же аэропорт. Так вы когда-нибудь остановитесь? У нас вообще-то финал, надо удивлять. Ну, у нас есть песня, тебе какую петь? Эту или ту? Ну ладно, тупой. В смысле тупой? Ладно, все, Лиз, мы сейчас будем петь. Ты пока закрой ушки и уходи за кулисы, хорошо? Зачем? Я еще раз повторю, мы сейчас с мальчиками будем петь! До свидания. Хорош! Наконец-то она ушла, ну а мы начнем. Встречай, любимый зритель, очень смешных парней. Громко хлопайте в ладоши, с нами веселей. Сейчас вас раскачают физики крутые. Выступаем без пафоса и от души. Ну понесла! Добрый вечер, Гугу. А у нас случай на кассе. С вас 1500 рублей. Всем лежать, это ограбление! Быстро пробилось все, что у меня в сумке, и только попробуй пикнуть. Мама! Не убивайте, пожалуйста! А сейчас давайте пофантазируем. День рождения у водителя маршрутки. С днем рождения, папа! Мы приготовили для тебя подарок. Вот, наклеечка с юморочком, как ты любишь, держи. Ну давайте посмотрим, что за наклеечка там у вас. Водитель тормозит резко, при этом держите зубы. Прям хорошая наклеечка с юморочком, так спасибо, мои, спасибо. Так, я не понял, что вы там стоишь, стол сам себя накрой, передавайте вилку, давай, ну где все, давай, передаем. Но на каждой паре английского языка есть студент, который читает именно так. Так, Хабибулин, читай. Хорошо. Гноу... Because Mather and Father. Careful. Так, Хабибулин, ты читаешь просто отвратительно. Если ты еще раз так прочитаешь, я тебя выгоню. Хорошо. Аре... Хабибулин, пошел.
темном переулке Черниковки. Ну а лето не за горами, и каждый из вас сталкивался с такими летними проблемами. 23.06.97. Что это? Дата моего рождения. Капец, ты старый. Вообще. Однажды я с Никитосом шел через лес. Там было столько комаров, что прям капец. Мы шли спокойно и ничего не предвещало беды. Как вдруг они налетели со звуками «Цып-цып». Я кричал Никите, а он не отвечал. И я сразу в город за стволами побежал. И вот я прибежал к нему, комары почти победили. Но я вернулся вовремя, и мы их застрелили. Поехали? Приехали. Хорошо, что мои крики не слышал отец. Хорошо, что мои крики не слышала мать. С детства научил меня не плакать отец. Но взяв в руки крапиву, я начал рыдать. Хотел нарвать букет цветочков своей маме. А в итоге я бегу со слезами в ванную, держа красные руки под холодной водой. Я осознал, что я боец и меня ждет бой. Надел я на себя эффективную броню, резиновые сапоги и водолазку. Прихватив перчатки, я ринулся в бой с этой злой и жгучей травой. Повсюду гром и грохоты, эпические взрывы. Мальчик кричит и чешется в кустах крапивы. Вот такая вот ситуация проблемная. Это моя больно-крапивная история. Мы засыпаем с тобой разные рай. Мы ждем, что завтра будет лучше, чем вчера. Дорогие друзья, ну а к чему мы показали этот финальный номер? Любите лето, несмотря на все эти проблемы, как любим его мы. А с вами была команда КВН «Я Умам Физик». Спасибо за сезон. И да, БГУ! Вот такая ты красивая. Я хотел бы знать, сколько стоит все понять. Я бы шел мосты, если б знал, чего стоишь ты. Я хотел бы взять и тебя поцеловать и бежать от суеты. А хочешь ли ты? Ну что ж, это была команда КВН «Я у мамы физик», сборная физико-технического института. Кому понравились эти мальчишки, могут еще раз поаплодировать. Также Лига КВН «Пашгу» выражает благодарность профсоюзной организации студентов и аспирантов «Пашгу» и председателю Ястребову Леониду Валерьевичу. Эту информацию можно сопроводить громкими аплодисментами. Также мы выражаем благодарность команде Правком ТВ за видео и фоторепортажи игр Лиги КВН «Пашгу». Это вот те ребята, которые находятся возле того окошечка с камерой. Можно им поаплодировать тоже громко-громко. Ну что ж, а мы двигаемся дальше. Команда КВН «Совершеннолетние», факультет философии и социологии. Катя, опять эта песня, она всех уже заколебала. Ну ты чего? Она так нравится нашему зрителю, вот смотри. Катюха. Ну? Катя, финал — время удивлять. Мне нравится томатный сок. Серьезно? Серег, сколько время? Без 5 минут разносить этот зал. Ты чё, его только отремонтировали? Ну да.
Ну что, не будем затягивать, команда как совершеннолетней. Погнали. Представьте, очень тупые люди играют в мафию вдвоем. Ну, я не мафия. Ну и я не мафия. Капец, зану раздаем. Представьте, гипнотизер, который не умеет щелкать пальцами, нашел выход из ситуации. И чтобы ввести вас в глубокий транс на счет 3, объясню лекцию по философии. Раз, два, три. Основы философии. Давайте посмотрим, как работает полиция в Америке. ДНК совпадение 100%. Теперь мы точно уверены, что он преступник. Как работает полиция в России? Ты виновен? Нет. Он не виновен, пацан. Ой, Кать, можно я уже пошучу? На, объяви меня. Представьте, отец ест помидор, на котором 5 минут назад учился целоваться его сын. Чужие губы тебя ласкают, чужие губы шепчут А знаете, что реально бесит? Вот твои тупые шутки, Сереж. Капец, ты заморочилась. Ну извините. Давайте представим, Мутай пришел на кастинг в Black Star. О, Супермен, и кого ты спас? Зрители, когда концерт отменил. Вообще-то все знают мои Вообще-то все знают мои песни. Новый Супермен. Это просто из нового. Короче, все, мы вас не берем. Вы об этом пожалеете. Скоро я соберу олимпийский. Ага, пазлы не рассыпь, когда собирать будешь. Серег, мне кажется, чего-то не хватает. Не чего-то, а кого-то, Кать. Давай проведем кастинг на 3-го участника нашей команды. А давай. Я с охраны главного корпуса пришел к вам на КВН. Ну покажите, что вы умеете. Ну я так не могу, мне установка привычная нужна. А кошка? А напарник? Другой? И что, вы просто будете сидеть? Вы же сами сказали, показать то, что я умею. Дальше. Катя, я отойду ненадолго. Давай. Здравствуйте, я вот на кастинг пришел КВН. Вы что? Даже не пытаетесь, у меня уже есть супер смешной Сережа. Я его ни за что, никогда, ни на кого не променяю. Ну и где я прокололся? Да по кроссовкам спалил. Следующий. О, Ебендык, вы хотя бы в КВН понимаете хоть что-нибудь? Смотри и учись.
что Ирандык очень востребован во время студенческой весны. Давайте посмотрим, как ведут себя танцоры, когда все студвесны уже закончились. Эй, девчуля, была на студвесне? На какой? На любой. Что, можем проводить тебя? Ну давай. Короче, мы вас не берем. Братцы, как так? Нас что, куда-то не берут? Но если серьезно, нам всего хватает. Хватает 2 человек в команде, хватает ваших искренних улыбок и аплодисментов. Не хватает только самой малости. Можно еще пиццу, пожалуйста, такая вкусная. С вами была команда «Совершеннолетняя». Спасибо за сезон. Ну что ж, это была команда КВН «Совершеннолетняя». Я думаю, эти ребята достойны еще более громких аплодисментов. Ну, а сейчас, как мы все любим, минуточка рекламы. Спонсор – российские студенческие отряды РСО. Это возможность не только интересно проводить время, но и хорошо зарабатывать. Также спонсор сегодняшней игры – служба доставки экологически чистой воды по городу Уфа «Кристальная роса». Заявки принимаются в группе ВКонтакте, а также по номеру 22 42 042. За кодовую фразу КВН Башку вы получите скидку 20%. Ну что ж, и завершит наш конкурс приветствия команда КВН «А я думала, сова», инженерный факультет. Дорогие друзья, дорогие друзья, не обращайте внимания, просто вот весеннее обострение. Всем привет! Я сказал нормально. Друзья, финал. Игра, к которой нужно было конкретно подготовиться. И мы... Я подготовился. Если что, я пахну. Теперь я номер 1 в этой команде. Это что это за список, где ты только один? Томбар, моя, твоя вот моя. Ты некрасивый, молодец. Мою красотку привел. Дай сюда. Кас. Она вообще-то со мной. Ничего страшного еще, да? Так, Ришат, я уже команде доказал, что я номер 1. И тебе докажу. Кто это сейчас со мной разговаривал вообще? Не обращай внимания. Откуда у Кремлина такое золото? Кас. Ты что осталось? Иди сюда. Почти подошла уже. Ладно, ребята, у меня для вас новость. Для прям финала, прям, понятно? Вот между нами... Дай ключ! Тихо! Между нами больше конфликтов не будет. Сука,
не будет, спустим. Разрыв шаблонов конкретно. Между нами будет история. Однажды, давным-давно... Так, решать тебе копил. Не мешай. Давным-давно, когда башкиры бегали, не знали, куда деться, Башкирстана еще не было вообще. Люди психовали, за голову хватались, кричали. И вдруг пришел Салават Юлаев на эту землю. Башкиры сплотились, пришли к нему и говорят: Салават, Салаватушка, что нам делать? И Салават встал такой и говорит: башкиры, давайте салаваса. Ладно, ребята, это же все-таки финал, поэтому для этого зрителя надо прям мощно. Сейчас, подождите. Алик, уйди, пожалуйста. Серьезно? Вот теперь надо прям мощно. Вот теперь нормально. Поехали! Итак, каждый видел, как в фильмах двое строителей несут одно большое стекло, а между ними кто-то пробегает и ломает его. Представьте, двое уфимских строителей. Тихо, аккуратно, давай, аккуратно. Не такой, не шатил. Мы его, походу, не взяли, пошли в огонь. У многих мужчин в жизни наступает такой возраст, когда они начинают таскать всякую фигню домой. Представьте, уфимская квартира. Так, Валера, ты зачем с мусорки вот эту тоску принес, а? Так это ж сороковка, без сучков. Где я еще такую найду-то, а? На прошлой неделе сломанный магнитофон принес. Сказал, починишь. Там деталей не хватает, которые, кстати, есть вот в этих часах. Ой, дурак. Зачем тебе кривые гвозди? Я их выпрямлю. А что не выпрямляешь? Ну, ща рельсу найду. А что ты арматуру с завода не приносишь? А ты поможешь? Что, дурак, что ли? Так, Валера, у тебя вообще башка есть? Вот башки нету, рога есть. Короче, я все это собираю и обратно на помойку, понял? Да, только это, Зинку попроси помочь. Зачем? Ну, вон тот бетонный подоконник одна не унесешь. Дурак. Абсолютно в каждой башкирской деревне можно встретить такого мужика. Мужики! Где этот магазин? Подскажите, пожалуйста. Да, сейчас. Налево, потом? Еще раз по-русски. Сам разберусь, короче, все, давайте. Валера, я у тебя больше на пасеке отдыхать не буду, у тебя пчелы злые как. Ладно. Друзья, в прошлом году группе «Руки вверх» исполнилось 20 лет. Это получается, что первым поклонникам «Руки вверх» сейчас около 40. Проблемы этих поклонников изменились, соответственно, и текст в песнях должен измениться. Мягкий шелк простыней, снова чувствую тяжесть руки твоей. Мне не спится опять. Почему у нас лишь одна кровать? Ветер шумит негромко, листва шелестит в ответ. Идет не спеша ремонт твой, ремонту 16 лет. Мужские руки тебя подводят, мужские губы шепчут тебе. Не, ну что тут осталось-то? Сейчас просто таких плитусов не делаешь. У меня на работе есть знакомая, она обязательно сделает что-то. Да делов-то!
Друзья, на самом деле мы все учимся в инженерном факультете. И играем в одной команде только потому, что мы споем для вас эту песню. Мы объясним, почему мы играем в КВН. Поехали! Когда нам было 17 лет, мы пришли в инженерный факультет. Жизнь наша была полной фигней, пока как-то раз не встретились с тобой. Вы нас слегка поражили, выступать для вас нам предложили. Мы бы взяли и сказали нет, но ваши улыбки для нас авторитет. С инженерной отдыхали, с вами весь сезон играли. Было супер, супер-пупер, и в финале раскачали. Гали-гали, аппарат-рупер, нам с тобой было супер, супер 8, гали-гали, мы с тобой везде. Ну что ж, это была команда КВН, а я думала сова, инженерный факультет. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. На этом конкурс приветствия подошел к концу, но это не значит, что закончился сам КВН. Мы переходим к самому сложному КВНовскому конкурсу. Конкурс «Разминка». Для тех, кто не в курсе, немножко объясню. Разминка будет проходить у нас следующим образом. Жюри будет задавать вопросы нашим командам, а команды, в свою очередь, будут отвечать на них, смешно или нет. Как получится. Под ваши громкие аплодисменты мы приглашаем команды на сцену. Ну что ж, а пока команда готовится, давайте узнаем оценки за конкурс приветствия. Команда КВН «Беспредел». Жюри, ваши оценки. 4, 3, 4, 3, 4. Команда КВН «Сами такие». Все судьи 4 балла. Команда КВН «Я у мамы физик». Все судьи 4 балла. И команда КВН «Совершеннолетние». 5, все судьи 5 баллов ровно. Команда КВН «А я думала сова», инженерный факультет. 4, 4, 4, 5. Ну что ж, еще раз громкие аплодисменты командам. Уважаемые жюри, вам принесли микрофон? Если принесли, покажите. Отлично. Кто будет задавать вопрос? И вопрос у нас задает Меньшиков Петр, арт-директор бара «Ламберджек». Здравствуйте всем еще раз. Ребят, смотрите, у меня будет не вопрос, а ответ. А вам нужно задать мне вопрос. Смотрите, ответ такой. Потому что я учился в Башгу. Я надеюсь, что команды поняли, что им не нужно придумывать ответ, а все-таки нужно придумать вопрос. Правильно? Да. Напомню, что у команд на размышление всего полминуты. Есть ответ. Команда КВН «Беспредел». Петя, давай. Ты мне вопрос, я тебе ответ. Почему я не знаю башкирский язык? Потому что я учился в Башгу. Именно так. Ну что ж, может, у кого-то еще есть? Команда КВН «А я думала сова». Здорово, братан. По какой технологии, оказывается, ты знаешь, вот корову доить надо? Потому что я учился в Башгу. Решат, не выходи больше, пожалуйста. Решились? Команда КВН «Сами такие». Потому что я закончил Башгу. Потому что я учился в Башгу. Что это значит вообще?
Ну так тоже бывает. А я не закончил, кстати. Не закончил? Нет. Ушел. В армию? Да. Добровольно. Давай вопрос. Петя, Петюшка, Петр, почему твою девушку зовут Гульнас? Можно я не буду отвечать, а? Потому что я учился в башку. Напомню, для жюри это была команда КВН «Я у мамы физик». Еще ответы будут у команд? Ну что ж, ответов нет, мы продолжаем. Следующий вопрос задает Салимгареев Булат. Друзья, всем здравствуйте. Знаете, я студент Уфимского государственного нефтяного технического университета, но заканчиваю его в этом году и хочу поступить в Башгу. Что мне сделать, чтобы стать своим в БГУ? Ты же понимаешь, что это невозможно? Ну как невозможно? Я татарин, уже почти стал. Но это же Башкирский государственный университет. Так, ладно, сейчас не об этом. Команда КВН сами такие. Булат, пожалуйста. Что мне сделать, чтобы стать своим в Башгу? Быть чужим в нефтяном. А я думала, сова. Решат, что мне сделать, чтобы стать своим в Башгу? Так, я не понял, а что тут мажоры делают? Ну что ж, давай дадим еще командам немножечко подумать. Вот видите, ФПС, а болельщики в вас верят. А вы молчите. Я так понимаю, ответов больше не будет у команды. Ну что ж, давайте продолжаем. Следующий, кому передадут микрофон, Дмитрий Ивлев. Хорошо. Вопрос от нашего редактора, от редактора Лиги КВН Башгу Дима Ивлев. Можно громко поаплодировать. Тут, в общем, такое дело. Я познакомился с двумя девушками, близняшками, и обе предложили мне встречаться. Вот кого выбрать, подскажите, пожалуйста. А ты мог вопрос без шипящих написать себе какой-нибудь? Да. Да? А что не написал-то тогда? Команда, есть ответы? Какой-то сложный вопрос у тебя, Дим. Похоже, мне не помогут в этот раз. Команда КВН совершеннолетняя. Да, Екатерина. Я вчера познакомился с двумя девушками, близняшками, и обе предложили мне встречаться. Вот как ты думаешь, кого мне выбрать? Да выбирай картавую, будет сочетаться. Привет. У меня вот такая проблема. Я вчера познакомился с близняшками, они мне обе предложили встречаться, и я не знаю, кого выбрать. А зачем выбирать, если сможешь сразу с двумя? А я думала, сова. Пожалуйста, прям не очень хороший ответ был. Так, Решат, познакомился с близняшками, обе предложили встречаться, кого выбрать? Выбирай ту, у которой родители побогаче. Жень, смотри, познакомился с близняшками, предложили встречаться, вот думаю, кого выбрать, что подскажешь? Ты что, имеешь в виду нас? Видимо, девчонки совсем не знают, как выглядят близнецы. Ильнур, познакомился с близняшками, кого выбрать? Подкинь их, который выйдет орешкой, ты выбирай.
Все? Команды все? Ну, я думаю, да, все, давай передавай микрофон Артуру Низамову. Понял. Чемпион Ямайской студенческой лиги, можно еще раз поаплодировать. Все-таки не лень, да, Юлия? Здравствуйте, здравствуйте, Башку! В общем, ребят, у меня все просто, надо продолжить песню. Плевать, если я заболею. Вот такая замечательная композиция. Поаплодируйте командам, они волнуются. Это тебе не кастинг-шоу «Голос», здесь не надо петь, здесь надо вопросы задавать. А тебе похудеть надо. У тебя всегда вот этот ответ «похудей, похудей». Ну давайте кто-нибудь напишет. Саш, пора задуматься, команды уже шутят над этим, а? Смешные шутки вам когда-нибудь напишут, они про мой вес только. Кто не толстый, поаплодируйте, пожалуйста, для поддержания ведущего. Спасибо. Что-то непонятное сказал. Я хотел сказать, кто считает, что ведущий не толстый, должен поаплодировать. Вот так вот правильно должно быть. Родненькие. Ну что ж, у команды появились ответы или нет? Команда КВН «Беспредел», Артур. Здравствуй, Альфред. Подскажи, вот продолжить надо песню. Плевать, если я заболею. Но сам себя откормить я сумею. Команда КВН «Сами такие». Плевать, если я заболею. Я все равно уже закончил башку. Давай, Артур. Команда КВН «Я у мамы физик». А теперь давай, Артур. Плевать, если я заболею. Я мута, я все равно петь не умею. А я думала, сова. Мне на татарский надо переводить? Не надо. Плевать, если я заболею. Ведь сам себе укол поставить не сумею. Не сумею. Совершеннолетние. Ну что, Кать, плевать, если я заболею. Медицинский недалеко, надеюсь, успеют. Команда КВН «Беспредел». Плевать, если я заболею. Я есть не буду, я к лету худею. Это, видимо, мне совет, да, был в последнем ответе? Хорошо, мы продолжаем. И член жюри, которого я ставил на сладенькое, так сказать, ведущий первого сезона Лиги КВН «Башку» и ведущий телеканала «Вся Уфа» Максим Бычаев. Ваши громкие аплодисменты. Да, всем привет. Я думал, ты обиделся, или, может, я насолил там тебе как-то. Нет, все в порядке. Просто конкуренция, ничего лишнего. Да, понятно. Я там, кстати, сменку свою забыл с прошлого сезона. В общем, перейдем к вопросу. В последнее время очень модно, и это стало уже тенденцией, молодежь идет на YouTube, как принято это говорить, за хайпом. А зачем вы пошли в КВН, КВНщики, скажите мне, пожалуйста, мне очень интересно. А зачем ты пошел на телевидение работать? Ну, там, типа, круто, знаешь, это стереотипы. Если ты на телеке, значит, клево. На самом деле все не так, я открою тайну. Ничего не понял, что ты сказал. По-моему, никто не понял этого. Главное, что не понял. Отлично. Команда КВН «Сами такие». Максим, вопрос? Все идут на YouTube за хайпом. Зачем вы пошли на КВН? Ведь здесь самая вкусная пицца. Команда КВН «А я думала, сова». Пожалуйста, коллега. На YouTube все идут за хайпом. Зачем вы пришли в КВН? За решайком. Какая-то странная сборная. Команда КВН «Я у мамы физик», я так понимаю, да?
На YouTube все идут за хайпом, ребят. А зачем идут в КВН? Вот тут я реквизит принес. Привет, Максим. В последнее время стало очень модно вот так разговаривать. За этим мы пришли. Ну, теперь вы поняли, откуда пошла тема «Бот Максим», да? Вот это все. Ну что ж, у команд еще будут ответы? Команда КВН, я думал, сова. Все идут за хайп. YouTube. Зачем мы пришли в КВН? Нам все равно, лишь бы вкладывать, приходить почаще. Пожалуйста, вопрос еще раз. Да, конечно. Вот смотри. YouTube. Площадка великолепная для развития, для того, чтобы ты был популярным. Все идут туда за хайпом. А вот зачем идут в КВН? Это самый лучший способ стать своим башку. Аплодисменты, почему нет? Команда КВН, я думала, сова, Максим. YouTube, хайп, КВН. Ха-хайп. Я думаю, что команды подустали немножечко от твоего вопроса, поэтому передаем микрофон Сухаревой Ирине. Ваши аплодисменты, Ирина. Ваш вопрос. Почему я не хочу задавать вопрос? Оригинальный вопрос команды. Почему Ирина Сухарева не хочет задавать вопрос? Можно таймер поставить или музычку? Уже не нужно. Команда КВН совершеннолетние. Можно повторить вопрос? Почему я не хочу задавать вопрос? Это первое правило бойцовского клуба. Нормально. Почему я не хочу задавать вопрос? Пока некому его задавать. А вот теперь можно. Почему я не хочу задавать вопрос? Но у вас, наверное, дети много вопросов задают, вас бесит. А это была команда КВН «Беспредел», напоминаю, специально для жюри. У команд будут еще ответы? Команда КВН «Сами такие». Ирина, пожалуйста. Почему я не хочу задавать вопрос? У РСО нет вопроса. Еще раз вопрос, пожалуйста. Ришат, почему я не хочу задавать вопрос? А я даже отвечать не хочу. Ну что ж, я думаю, на этом все. Конкурс «Разминка» завершен. Ваши громкие аплодисменты командам. Ну что ж, а мы переходим к следующему конкурсу. Конкурс «Биатлон», конкурс текстовых шуток. Команды готовы? Команда КВН «Беспредел», пожалуйста, ваша шутка. Ой, как мне напоминает точно жюри, нужно же поставить оценки за разминку. Прошу прощения. Напоминаю, что разбаловка такая. Команда, которая уходит первая, получает 0,6, команда, которая уходит вторая, получает 0,7, третья 0,8, четвертая 0,9 и победитель получает балл. Ну что ж, оценки команде КВН «Беспредел». 3, 2, 3, 3. Ваши аплодисменты. Команда КВН «Сами такие». 3, 2, 3, 4, 4. Я у мамы физик. 3, 1, 3, 3. Можно поддерживать громкими аплодисментами. Команда КВН «Совершеннолетние». 3, 4, 4, 4, 4. И команда КВН «А я думала, сова». 4, 3, 4, 4, 4. Ну что ж, а вот теперь мы переходим к конкурсу «Биатлон», конкурс текстовых шуток. Первая команда, команда КВН «Беспредел», пожалуйста, ваша шутка.
Парень, который подскользнулся и сломал ногу в бассейне, все равно больше переживал за манту. Спасибо, команда КВН. Сами такие. Многие люди уходят в себя, а Валерий Меладзе предпочитает на 100 шагов назад. Команда КВН совершеннолетняя. Мама так тихо пела колыбельную, что первым словом ребенка было «Че там снег мешает?». Я у мамы физик. Ильнур, пожалуйста. Легкомысленная бабушка кормит первого встречного. И команда КВН, а я думала, сова. У трудовика, который закусывает мелом, слабая печень, но зато очень сильные кости. Уважаемое жюри, кто у нас слетает с этого круга? Или, может быть, штрафной между какими-то командами? Видимо, нет. И со мной никто не хочет разговаривать. Вот так всегда. Толстых людей не любят. Родненький. Пока Саша там исповедуется, с активом 0,6 балла нас покидают сами такие. Громкие аплодисменты, команда КВН «Сами такие». Команда КВН «Беспредел», ваша шутка. Бабушке подарили телевизор с сенсорным экраном. Теперь она держит руку в целлофане. Команда КВН «Совершеннолетняя». Монгольские ученые скрестили мужчину и женщину, и все равно получился конный лучник. Команда КВН «Я у мамы физик», ваша шутка. Студент-биатлонист на сессии закрыл 3 из 5 и пошел на штрафной год. Ну и Решат, пожалуйста. Слепой комбайнер держит всю деревню в страхе. Уважаемое жюри, ваш вердикт. Мы единогласно за штрафной круг между совершеннолетними и «Я у мамы физик». Команда КВН «Совершеннолетняя» и команда КВН «Я у мамы физик». Пожалуйста, по одной шутке. Мужчина, который мечтает о сыне, на снимках УЗИ дорисовывает. Команда КВН «Я у мамы физик». Василию было холодно жить в коробке, потому что из-под холодильника думал Василий. Юмор он ведь разный, Булат, поэтому... Я у мамы физик, поэтому 0,7. Мы прощаемся с командой КВН «Я у мамы физик». Продолжаем. Беспредел, ваша шутка. Создатель спрайта с огурцом просто хотел похмелиться. Совершеннолетние, пожалуйста. Заботливый сосед топил соседей только тепленькой водичкой. Команда КВН, а я думала, сова. Косоглазый мальчик хотел покататься на колесе обозрения, но постоянно занимал очередь в драматический театр. Ну что ж, уважаемый Булат, пока судьи совещаются, давайте мы с вами поговорим. Поговорим о проблемах похудения. Не могу я успокоиться, меня сколько раз задели уже за сегодня, понимаете? У меня же тоже есть душа. Господи, Булат, закончи мою исповедь уже.
Слышишь, да? У тебя душа по всему телу, прикинь. Души должно быть много. Широк. Ладно, Булат, пожалуйста. Да, наконец-то можно сказать. Неожиданно, но штрафной круг между совершеннолетней и «А я думала, сова». Беспредел отдыхает. Совершеннолетние и команда говорит, а я думала, сова по одной шутке. Команда говорит, совершеннолетние, пожалуйста. У бабушки вегетарианки курица умирает своей смертью. А я думала, сова. Никто не замечал, что у таксиста нет левого глаза. Еще по одной шутке. Я понимаю тебя без слов. Команда говорит, совершеннолетние, пожалуйста, ваша шутка. Мальчик, который часто ел бабушкины пирожки, внутри состоит из картошки, капусты и печени. И Решат, пожалуйста. Машина Николая Дроздова ест бензин с руки. На самом деле очень сложный выбор. Очень сложный, но он есть. Совершеннолетний, спасибо. И нас покинула команда КВН «Совершеннолетняя». Жюри, наверное, хочет мне напомнить, с каким активом все-таки эта команда ушла за кулису. Не хочет? 0,8. 0,8. Ваши аплодисменты, а мы продолжаем. Команда КВН «Беспредел», ваша смешная шутка. В Черниговке для водителя автобуса любая остановка может стать конечной. А я думала, сова. Виртуозный кубызист играет чужим ртом. Может быть, штрафной? Беспредел победил. Команда КВН «А я думала, сова» уходит за кулисы с активом 0,9 балла. И команда КВН «Беспредел» 1 балл ровно. Мы приглашаем все команды на сцену. Ну что ж, а теперь мы предоставляем слово нашему уважаемому жюри и, в частности, человеку, который не выпускает на протяжении всей игры микрофон, Булат Салимгареев. Друзья, знаете, на подготовку от полуфинала до финала прошло 2 недели, 4 конкурса. Это просто герои, давайте им поаплодируем. И вот сегодня вы все смотрели КВН, каждый болел за свою любимую команду. Но если вы будете объективны, то вы поймете, кто сегодня выиграл. И вы это знаете. Спасибо. Самый классный мальчишка, чемпион Ямальской студенческой лиги Артур Низамов. Всем еще раз здравствуйте. Ну, во-первых, хочу извиниться, Александр. Ну, не толстый ты. Поаплодируйте, Саша. Очень классный ведущий. Вообще супер. И вообще, финал сегодня был просто великолепный. Серьезно. Ты уже этим не поможешь. Вот это одно извинение не загладит всей твоей вины. Ты же это понимаешь? Ну, пиццей с тобой кто-нибудь поделится. Кто-то, не ты. Ну ладно, закончим всю эту феерию.
твою. Итак, что хотелось бы сказать по игре-то? Ребят, финал реально очень крутой, потому что из конкурса в конкурс менялись лидеры. Очень смешно было и серьезно, вот правда, мне сегодня все очень понравилось, было смешно. Поаплодируйте командам, команды поаплодируйте зрителям. Спасибо большое. Самый классный после Артура мальчишка, арт-директор бара Ламберджек Меньшиков Петр. Да, спасибо. Моя любимая песня, кстати, спасибо. Ребят, что хотелось бы сказать? Я сегодня выступал в роли такого, знаете, да, жесткого жюри, он всегда есть. Но давно не сидел, может быть, в жюри, поэтому был уж очень, наверное, субъективен в каких-то моментах. Вот, что хотелось бы сказать по игре. Блин, очень круто. Давно не был именно на межфаке божгу. Последний раз, по-моему, был, когда сам еще играл. Да, кстати, здесь вот начинал. Вот. Все здорово. Хотелось бы отметить Альфреда. Блин, это, чувак, ты пушка просто вообще. Классный вообще. Также, естественно, совершеннолетние. Блин, ребят, вы крутые. Вот реально прям... Ну, не знаю, слов нет, прям мощно так зашли. Девчонки классные очень. Сами такие милашки прям вообще. Всем, в принципе, спасибо, беспредел. У вас есть вот своя какая-то фишка вкусная, наверное. Какая-то, ну... это не он, нет. Он просто фишка. Вот. Ну, я думал, Сова. Ребят, вас очень много, вы прям такой, я вижу, дружный коллектив, прям... Большие, здоровые ребята, вас очень много, я думаю, вы все-таки возьмете свое. Всем спасибо, было круто, реально. Дорогие друзья, хотелось бы напомнить, что Петя является арт-директором бара Ламберджек, поэтому кто хочет пустить свою учебу под откос, вам к нему. Да, кстати, забыл совсем сказать, сегодня я вот так раздобрился, что ли. В общем, ждем всех на автопати после игры в Ламберджек. Чернышевского 82, будем рады видеть. Кстати, блин, совсем забыл. Принц зрительских симпатий отправляется совершеннолетним. Ребят, он вас будет ждать там в клубе уже непосредственно, поэтому ждем вас. Всем спасибо. Ну что ж, команда КВН совершеннолетняя, им громкие аплодисменты, один приз у них уже есть. Ведущий телеканала «Вся Уфа» Максим Бычаев. Прежде чем перейти непосредственно о том, как сказать, какие вы, ребят, прекрасно, хочу поддержать Сашу. Слушай, я тоже поправился. Ну вот сильно, реально. Мне кажется, дело в стойке. Вот что-то там не так, как ты думаешь? Или дело в твоей сменке, да, которую ты оставил за кулисами? Там еда, мы подъедаем. Ладно, не суть. В общем, я хочу сказать, что эти ребята достойны этого финала. Давайте им поаплодируем, они очень крутые, правда. Спасибо вам большое. Я не буду много говорить. Башку может гордиться, что у него есть такая лига, и что есть такие прекрасные КВНщики. Вам большое спасибо за то настроение, которое вы нам подарили. Вы все очень крутые. Удачи вам. Большое спасибо тебе, Максим, приходи еще. Ну и цветочек нашего жюри. Командир Башкортостанского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», вечная студентка и мать троих детей. Сухарева Ирина. И сегодня фамилия без ошибок. Ваша честь. Спасибо большое, что ты выучил мою фамилию. Пожалуйста. Ребята, во-первых, хотелось бы сказать, что выходить на сцену это очень сложно, да, и за такой короткий срок что-то готовить, показывать свои таланты, свои умения, это очень круто. Участники, вы большие молодцы. Большое вам спасибо за сегодняшний вечер. Также хотелось бы сказать, что организовывать мероприятие, да, это очень большой труд. Поэтому хотелось бы, чтобы зал подарил очень громкие аплодисменты организаторам игры. Спасибо большое.
Ну что ж, дорогие друзья, еще раз громкие аплодисменты нашему уважаемому жюри. А перед тем, как наградить наши команды, и все-таки мы узнаем, кто станет победителем Лиги КВН «Башгу» сезона 2016-2017 года, всем участникам сегодняшней игры вручается сувенирная продукция нашего любимого университета. Здесь можно поаплодировать. Также профсоюзная организация студентов и аспирантов «Башгу» награждает команды, естественно, команды призеры, сертификатами, номиналами за первое место 7 тысяч рублей, за второе место 5 тысяч рублей и за третье место 3 тысячи рублей. То есть есть за что побороться. Но это еще не все. Также призеры награждаются портативными колонками от студенческого клуба. Здесь можно тоже громко поаплодировать. Ну что ж, мы приступаем к награждению. Можно создать небольшую интригу. Сейчас маленькая девочка мне поможет. Ей тоже можно, кстати, поаплодировать. Эту девочку зовут Гульнас Идрисова, и без нее КВН бы не было. Ну что ж, дипломом за участие в финале Лиги КВН «Башгу» награждается команда КВН «Сами такие». Также дипломом за участие в финале награждается команда КВН «Я у мамы физик». Вот здесь уже пошло поинтереснее, правда? Можно поаплодировать. Сертификатом на сумму 3000 рублей награждается команда КВН «Беспредел», факультет математики и информационной технологии. И я уже знаю, кому достанется сертификат на 5000 рублей, а вы не знаете. Это команда КВН «А я думала, сова». Сертификат 5000 рублей уходит к ним. Ну что ж, сертификат номиналом 7000 рублей достается самой, вот, на мой взгляд, моей любимой команде. Они самые лучшие, самые смешные. Команда КВН «Совершеннолетние» и первое место чемпиона Лиги КВН «Башгу». Ну что ж, дорогие друзья, на этом мы еще не заканчиваем. Я хотел бы вам сказать, что команда КВН «Совершеннолетние» факультета философии и социологии — это уже дважды победители Лиги КВН «Башгу». Я предлагаю... Именно. Спасибо, Артем, что убавил музыку. А сейчас я предлагаю искупать вот эти вот классные команды громких аплодисментов. Ну что ж, на этом сезон Лиги КВН «Башгу» 2016-2017 года заканчивается. Но не расходимся. Самую главную мысль, которую я хочу до вас донести. Помните, толстые люди тоже люди. Спасибо, друзья!